Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Технология поиска преступника по запаху появилась в Якутии. С помощью нового вида экспертизы преступника можно обнаружить в 99% случаев. Что это за метод, что требуется для проведения такой экспертизы, расскажет гость студии Михаил Бережнов, старший эксперт группы по исследованию запаховых следов человека экспертно-криминалистического центра МВД по республике. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что же это за метод такой, в чем заключается его новизна? Экспертиза запаховых следов человека, то есть его метод, он заключается в том, что, по-другому он называется альфакторная экспертиза, то есть посредством обоняния. Значит, он заключается в том, что обнаружить на месте происшествия определенную улику, да, скажем, орудие убийства, орудие преступления, орудие взлома, какие-нибудь отмычки, либо личные вещи, которым пользовался сам преступник. И наша задача вот с этих объектов, значит, вытянуть запаховые следы человека и в дальнейшем по сравнению с кровью подозреваемого, значит, ответить на вопрос, имеются ли данные запаховые следы данного гражданина на этом объекте, на этом предмете. Если вглубиться, скажем, немного в науку, скажу, что запаховые следы человека, они уникальные по своей способности, они генетически детерминированы и неповторимы. То есть у каждого из нас есть свой пахучий код. То есть так как пахнем мы, никто, кроме нас, больше не пахнет. Даже однояйцовые близнецы, они, несмотря на то, что у них монозиготные, да, они пахнут совершенно разным. Значит, за индивидуальность отвечают вещества, состоящие в клеточных структурах, то есть они находятся не только в самих клетках, но еще и находятся в межклеточном пространстве. Допустим, это такие вещества, полярные липиды, это церамиды, фосфолипиды, сфингомелиоиды. Вот именно вот эти вот вещества отвечают за индивидуальный пахучий наш код. То есть, и когда, скажем, преступник пользуется определенными вещами, там, допустим, отмычкой, там, не знаю, орудием убийства, соответственно, он волнуется, потеет, и вот эти вот вещества, обладая уникальной проникающей способностью, остаются именно вот на этих объектах, следоносителях, которые обнаруживают на местах происшествия. Скажите, а вот такой метод появился у нас в республике. С какого года он в целом применяется по России? По России, значит, первые попытки изучить запаховые следы, то есть индивидуальный запах следов, было принято в 1964 году. То есть, и с этого года считается вот отечественная альфакторная экспертиза, тогда еще называлась одорология, то есть наука о запахах. И потом уже в конце, буквально недавно, переименовалась в альфакторную экспертизу, то есть посредством обоняния. Раньше изучали непосредственно запах, да, то есть на месте происшествия вытягивали воздух, то есть присутствует ли в данном помещении вот запах того преступника, который здесь был. К сожалению, это не венчалось успехом, потому что одорология изучает непосредственно запах, а индивидуальность отвечает вот эти вот вещества, которые не испаряются, да, то есть они испаряются, но они не остаются вот в атмосферном воздухе. Гораздо лучше они абсорбируются на предметах-носителях, вот эти вот вещества. Вот, и, значит, одорология ушла с данного понятия, потому что она изучала непосредственно запах, а мы уже изучаем непосредственно вещество, отвечающее за индивидуальность человека, обладающее своим пахучим кодом, то есть через альфакторную пахучую. Вы уже сказали о том, как запах может оставаться на месте преступления. Каким же образом он оттуда извлекается? Есть два способа извлечения. Мы сейчас пользуемся криогенно-вакуумным способом. То есть мы помещаем объект в стеклянную банку, в стерильную стеклянную банку, сверху вставляем, значит, запаховый сборник, набитый хлопчатобумажной фланелью и с выемкой для жидкого азота. Выкачиваем оттуда воздух, то есть образуем вакуум. Да? И потом банку с объектом и вот с этой конструкцией нагреваем на водяной бане до температуры 96-97 градусов. Соответственно, внутри банки, там, где объект,
температура чуть ниже, да, и молекулы начинают активно двигаться. И сверху заливаем жидкий азот, температура кипения которой минус 167, по-моему. И вот эти вот пахучие вещества начинают переходить в более холодную среду и абсорбируются непосредственно на хлопчатобумажной ткани. Вот это и есть процесс подготовки запаховых проб для дальнейшего исследования. То есть мы переносим с объектов и с крови там, проверяемых лиц пахучие вещества непосредственно во фланель. Вот таким вот способом. Михаил Сергеевич, ну а насколько сейчас оборудована лаборатория запаха в экспертно-криминалистическом центре МВД по нашей республике? И в чем сложности такой полноценной работы? Ну, оборудована она практически полностью, не хватает пару вещей. И, к сожалению, вольеров у нас не хватает, но так как мы используем собак-детекторов мелкой породы, у нас как бы с этим особых проблем нет. Единственная проблема в том, что мелкие породы, они теплолюбивые, то есть тут климатические условия нашего региона как бы дают о себе знать, но это только во временном проблема есть, потому что собаку нужно привести с мороза в теплое помещение, где проводятся исследования, и нужно, чтобы она немножко отогрелась, чтобы не сразу отсиделась. Только по времени у нас определенные проблемы. А по оснащению достаточно у нас хорошее. У нас оснащение — это банки, куда мы помещаем объекты, запаховые сборники, фланелевые, хлопчатобумажная ткань фланели и жидкий азот. Это по большому счету вот основные вот эти вот наши инструменты. Ну и, естественно, там вытяжные шкафы, места для хранения и так далее, и так далее. Это все уже у нас есть. То есть с оснащением у нас практически проблем нет. А получается, что вот такая экспертно-криминалистическая лаборатория единственная на Дальнем Востоке? Да, всего по России 12 лабораторий. 12 или 13. Вот недавно Красноярск тоже получил допуск по проведению данной судебной экспертизы. По Дальнему Востоку мы единственные, то есть мы первые по Дальнему Востоку занимаемся такой экспертизой. Буквально с июля месяца этого года мы начали. Получили допуск в июле и первую экспертизу провели в августе. Давайте, наверное, поговорим о самом интересном. Сколько же преступлений удалось раскрыть при помощи такой экспертизы? Ну, так как мы только недавно начали как бы свою деятельность в полной мере, да, мы изначально подготовительную деятельность начали года 3 назад. То есть мы первых собак закупили еще в 2019 году, но в связи с пандемией нам приходилось подготовку собак все откладывать, потому что для подготовки собак нужны были образцы пота, образцы людей, ну, непосредственно, да, чтобы готовить собак. А так как была пандемия, самоизоляция, с этим было очень сложно, поэтому мы затянулись аж на 2 года. И вот в начале этого года буквально с километровыми шагами начали подходить к допуску, и в июле получили допуск. И в настоящее время, значит, в августе месяце нами было сделано 2 экспертизы, оба по убийству, по ножевому убийству. Один с Нерюнгена, другой с Якутска. Значит, это наши первопроходцы. К нам на исследование предоставили нож непосредственно, и одежда трупа была, футболка со штанами. Я сейчас потом объясню, почему одежда трупа нас интересует. Во второй экспертизе то же самое был нож и пучок волос трупа, то есть потерпевшей. Почему мы запросили одежду? Потому что в момент борьбы, вот когда преступник хватается, да, держится за потерпевшего, он в этот момент оставляет свои следы, то есть интенсивный контакт на одежде может оставить свои следы. То есть это будет дополнительным доказательством. И если мы на одежде обнаружим запаховые следы, происходящие от подозреваемого, от преступника, то мы можем доказать, что действительно он хватался за него там. Или когда, вот, допустим, убивают и начинают прятать, да, скажем, труп, или нести его куда-то. Вот, когда его, если есть следы волочения, то нужно изымать непосредственно одежду, чтобы, ну, исключить вероятность
наличие запахов следов на одежде. Вот. Вторую экспертизу было... первую экспертизу мы на ноже нашли подозреваемого, прям запаховые следы. На футболке не нашли, на штанах не нашли. Значит, во второй экспертизе нам был предоставлен нож и пучок волос. Значит, следователь во время допроса было установлено, что он держал женщину за затылок, то есть за волосы. Держал и, то есть, наносил удары, значит, по телу. И в волосах вот, была кровь потерпевшей, а запаховые следы консервируются в крови потерпевшей. Вот есть такая уникальная способность этих запаховых следов. То есть вещества, вот церамиды, фосфолипиды, сингамилоиды, значит, выходя вот из, значит, пор рук, когда он держал за волосы и наносил удары, кровь потерпевшей, значит, промочила все эти волосы и законсервировала в этих волосах запах, то есть преступника. И мы на волосах, на пучке волос и на ноже обнаружили запаховые следы подозреваемого. Получается, что в делах об убийстве такая экспертиза работает намного эффективнее. Ну, не то чтобы намного эффективно, это от случая к случаю, потому что есть такие моменты, как бы враги, да, запаховых следов. То есть, если, допустим, объекты были бы влажными, и их бы положили бы в полиэтиленовый пакет, да, как в фильмах это делается, то на влаге образуется обязательно что? У нас микробактерии, плесень, то есть она может, по большому счету, сгнить, и запаховые следы не останутся. То есть, также высокая термическая обработка тоже плохо влияет, ну, то есть уничтожает запаховые следы. Ну, это полярные липиды, они просто-напросто сворачиваются и теряют свою индивидуальность, ну, то есть свои индивидуальные свойства, скажем, да. Поэтому сказать, что вот именно в убийстве, именно вот наша экспертиза эффективна, это неправильно будет. Это просто дополнительное доказательство в тех или иных преступлениях, неважно, будь то убийство, будь то угон, будь то кража. Допустим, на угоне, да, в угоне можно изъять оплетку руля, где держался вот преступник. Потом кража со взломом, если найти орудие взлома, за что он держался, там, не знаю, перчатки и так далее, маску, личную одежду, которую он сбросил. То есть не обязательно убийство. То есть мы работаем во всех направлениях, и в административных правонарушениях то же самое. Я благодарю вас, Михаил Сергеевич, за то, что нашли для нас время, и я очень надеюсь, что после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.